Это очень хорошее последствие будет для индустрии ММА в Туркменистане, потому что очень многие ждут этой победы. У каждого свои особенности. Допустим, у меня свои, у Импа свои. Good elevation on that smash single from Yakshimuradov. Impa, you win last year. I champion this year. Nasty right hand! It's my belt. He's now ready to make his way, Davlet Yakshimuradov. Преодолели мы половину дистанции, чемпионский PFL, и у нас следующий бой, в котором Импа Касанганай, победитель прошлого сезона, встречается с Давлетджаном Якшимурадовым, бывший чемпион ACA. В Беллатор провел немало боев, начинал с 2 поражений, но это были поражения от Кори Андерсона и Карла Альбрехтсона, серьезные персоны. Затем вышел на серию из 6 побед подряд. Его рекорд 24-7-1. 1 это ничейный исход, 35 лет. Это полутяжелая весовая категория, хотя здесь они... Да, в полутяжелой ведь сражаются, все верно. Просто Импа Касанганай и в среднем весе в свое время подарил публике один из самых вирусных нокаутов, но подарил его соперник, о котором невозможно не вспоминать, когда речь заходит о Импа Касанганае. Да, и Импа Касанганай, кстати, планировал подарить еще один нокаут, вызвав Фрэнсиса Нгану после предыдущего сезона, когда он его выиграл. Он очень хотел этот бой, но, конечно, вызов остался без ответа. Цибола, прозвище этого парня, на языке луба, а это один из языков Конго, переводится как «храбрый» или «воин». Представляет он город Форт Лодердейл, Флорида, США, 30 лет, 182 сантиметра рост, 92 килограмма 800 граммов вес. Дистанция атаки 191 сантиметр, 18 побед на счету, 5 нокаутом, 4 сабмишинами, 9 решением, 4 поражения, 2 нокаутом, 2 решением. Килл Клифф, его клуб. Родился в семье конголезских иммигрантов в Форт Лодердейле, Флорида, затем переехал в Северную Каролину в возрасте 12 лет. Там учился в средней школе в Шарлотте, играл в американский футбол в старших классах. Касанганай получил стипендию в университете Ленуара Райана в 2016 году, работал бухгалтером, получив степень бакалавра в области делового администрирования и бухгалтерского учета. Дебютировал в январе 2019 года в среднем весе, одержал 5 побед подряд в течение года, получил приглашение принять участие в претендентской серии Дэйны Уайта в августе 2019 года. Тогда победил Кайлана Хилла и контракт не получил. Год спустя, в августе 2020-го, получил повторное приглашение в претендентской серии. Тогда оформил победу единогласную над Энтони Адамсом, после чего контракт был подписан. В UFC провел 4 боя, 2 выиграл, 2 проиграл. Самым памятным оказался поединок с Хоакином Бакли, нокаут во 2-м раунде в октябре 2020 года с разворота. После этого спустился в полусредний вес, там победил Сашу Палатникова с помощью РНС во 2-м раунде. Затем уступил Карлсону Харрису техническим нокаутом в 1-м в сентябре 2021 года и лишился контракта с организацией в декабре. После этого провел бой в промоушене Хабиба Eagle FC, где не смог уложиться в лимит весовой категории, превысив на 4 килограмма. Показал тогда 81-190 и проиграл Раймонду Магомед-Алиеву раздельным решением в марте 22-го. В июле 22-го победил Джареда Гудена в 1-м раунде техническим нокаутом в средней весовой категории на турнире XMMA 5. Затем был приглашен в PFL, выступил в претендентской серии, тогда победил Осаму Элседи в 1-м раунде, после чего принял участие в сезоне полутяжей, провел 4 боя, выиграл все и заработал $1 миллион. Затем вызвал на бой Фрэнсиса Нгану, но вызов остался без ответа. Как я уже сказал, в феврале 24-го спустился в средний вес для участия в турнире чемпионов Беллатор с чемпионами PFL. Уступил раздельным решением Джонни Эвлину в Саудовской Аравии.
В апреле в рамках очередного сезона победил Алекса Полица техническим нокаутом в первом раунде. В июне 24-го одержал победу над Джейкобом Нидо. Ну и в августе победил Джошуа Сильвейру единогласно. Ударник, который выбрасывает редкие атаки, но при этом хорошо защищается от тейкдаунов. Даже Джонни Эблин испытывал проблемы с переводом Касанганая на канвас. В этом противостоянии Касанганай идет фаворитом. 1,6 коэффициент на его победу. Анна Якшимурадова 2,1. Что касается Давледжана и его, собственно, стиля, очень мощный ударник с техникой, похожей на ту, что показывают такие базовые каратисты, как Стивен Томпсон и Роберт Уитакер. То есть удары с нестандартных дистанций, резкие выпады с опущенными руками и тому подобное. При этом Якшимурадов также очень неплохо борется. Но посмотрим, каким будет это противостояние с опытнейшим Касанганаем, который пробовал себя в 3 весовых категориях, от полусреднего до полутяжелого. Ну и вот окончательно заявил о себе именно в этой весовой категории, став чемпионом, вернее не чемпионом, а победителем прошлого сезона. We'll go now to the light heavyweights for their opportunity to take home the $1 million prize. It's 5 rounds or less with the 2024 PFL World Title on the line. As we first introduce the blue corner at 5'11", weighing in 204 1/4 pounds through the Bellator ranks and into the PFL season. He's a winner now of 6 straight, coming in with a professional record of 24 total wins, 7 losses, 1 draw. As a pioneer for MMA in Turkmenistan, he's fighting out of Ashgabat, presenting Davlet Yakshimuradov. And across the smart cage, his adversary fighting out of the red corner at 6 foot, weighing in 205 1/2 pounds, the 2023 PFL champion with a shot tonight for back-to-back world titles. He stands nearly perfect in the PFL at 8-1, while overall bringing 18 professional victories, 4 defeats. By way of Miami, he fights out of Deerfield Beach, Florida, USA. Impa Chilopo Kasangana. Referee in charge, Gerd Richter. Gentlemen, you know the rules. Protect yourself at all times and listen to my commands. When I say stop, you stop. Fight hard, fight fair. God bless and keep it real. Step back in your corner. Давайте смотреть. Полутяжелый вес, Импа Касанганай, Давледжан Якшимурадов. 13 побед нокаутами. Это серьезный показатель Якшимурадова. Что касается Касанганая, то у него куда скромнее. Успешность досрочек из 18 побед ровно половина. 5-4. Соответственно, нокауты и сабы. Размены у нас начались. Боковые удары Касанганай выбрасывает. Давледжан съедает несколько уже. И так вроде смотришь на Касанганая, знаешь его давно и думаешь, ветерана. Ему всего 30 лет. 94-го года рождения. Очень опасно сейчас Якшимурадов открытой перчаткой просто ткнул в нос Касанганая. Он как старина Джон Джонс проверяет дистанцию в первом раунде. Тут Джон Джонс вновь запел старую песню, что он Оставит титул. оставит пояс после разговоров с UFC. Надо еще добавить ему. Видимо, да. О, какие удары, какие размены! И попадает Якшимурадов. Да-да-да, есть атака шикарнейшая. И Все! скоро... Да. Вот это Вот да! это да! Давледжан Якшимурадов одерживает досрочную победу в первом это раунде. точно можно назвать сенсацией. Это настоящий апсет, потому что Касанганай шел фаворитом. 1,6 коэффициент был на него. Ну, правда, на Якшимурадова тоже небольшой, 2,1, но тем не менее. Но все же действующий чемпион. Ну, в том плане, что он год назад выиграл Гран-при. Посмотрите, публика из Туркменистана добралась и сегодня болеет за своего чемпиона, за своего победителя. Но ведь надо сказать, что это именно Касанганай начал этот размен. Он полез вперед, он инициировал ситуацию. Полез да не вывез, как говорится. Потрясающее завершение встречи. Но на самом деле здесь шансы были 50 на 50. Касанганай тоже попал ударом справа.
И вот еще левый боковой у него даже был. Но он уже здесь потрясен. Правая рука Якшемуродова так залетала. Причем такое ощущение, что он даже для того, чтобы нанести сильный удар, не надо ему было размах брать. Он просто на короткой дистанции доставлял, и тут уже добивать и рефери не позволил, и смысла не было. Какой Нганну Касанганай. Вот здесь удар справа, да, прошел. Вот тот удар, который начал все. А дальше залетало, и уже все. Вы видите, как поплыл Импа Касанганай. Третий нокаут в карьере у Касанганая. И 7-я победа подряд для Давлетжана Якшемурадова. Ой, шикарное впечатление произвел представитель Туркменистана. Великолепная победа. Для страны великая победа. Я думаю, что этот человек сейчас станет спортсменом номер 1 в своей стране. Кто еще привозил $1 миллион? Потрясающе. Давлетжан Якшемурадов. Браво. О, какие удары, какие размены. И попадает Якшемурадов. Да-да-да, есть атака шикарнейшая. И Все. скоро... Да. Вот это Вот да. это да. Давлетжан Якшемурадов одерживает досрочную победу И в первом это раунде. точно можно назвать сенсацией. Это настоящий апсет, потому что Касанганай шел фаворитом. 1,6 коэффициент был на него. Ну, правда, на Якшемурадова тоже небольшой, 2,1, но тем не менее. Но Браво. все же действующий чемпион. Ну, в том плане, что он год назад выиграл Да. Гран-при. Посмотрите, публика из Туркменистана добралась и сегодня болеет за своего чемпиона, за своего победителя. Но ведь надо сказать, что это именно Касанганай начал этот размен. Он полез вперед, он инициировал ситуацию. Полез да не вывез, как говорится. Потрясающее завершение встречи. Но на самом деле здесь шансы были 50 на 50. Касанганай тоже попал ударом справа. И вот еще левый боковой у него даже был. Но он уже здесь потрясен. Правая рука Якшемуродова так залетала. Причем такое ощущение, что он даже для того, чтобы нанести сильный удар, не надо ему было размах брать. Он просто на короткой дистанции доставлял, и тут уже добивать и рефери не позволил, и смысла не было. Какой Нганну Касанганай. Вот здесь удар справа, да, прошел. Вот тот удар, который начал все. А дальше залетало, и уже все. Вы видите, как поплыл Импа Касанганай. Третий нокаут в карьере у Касанганая. И 7-я победа подряд для Давлетжана Якшемурадова. Ой, шикарное впечатление произвел представитель Туркменистана. Великолепная победа. Для страны великая победа. Я думаю, что этот человек сейчас станет спортсменом номер 1 в своей стране. Кто еще привозил $1 миллион? Потрясающе. Давлетжан Якшемурадов.